Так, здравствуйте, мои подписчики. Что я хотела вам сказать? У нас помимо обычного нашего сердца, да, ну, мы знаем, где оно находится, да, есть у нас еще и духовное сердце внутри духовное сердце. А, и вот это духовное сердце, если оно развито, то это еще это чакра анахата. Вот, где-то в этом районе вот находится, вот так. Вот. Когда это духовное сердце у нас развито, то, человек, понимаете, он не хочет обижать вообще никого. Вот, у него внутреннее терпение, сострадание. Это не значит, что терпила. Нет, не в этом плане. Вот, терпение к любой ситуации, в которой происходит у него в жизни. Понимание этой ситуации. Даже в какой бы ситуации он ни был, там, в какой бы плохой ни оказался, у него внутреннее спокойствие и гармония. Все равно, понимаете, внутри. Это чувствуется, должно быть внутри. Он понимает, что он не один, в сердце есть как бы Бог, и он ведет. И вот это дает внутреннюю гармонию и спокойствие. Вот эту гармонию и спокойствие я вам в своих видео уже рассказывала. Я не знаю, как вам ее описать. Это такое состояние, как будто вы плаваете в какой-то такой чаше, и чаша такая, знаете, расслабленность, удовольствие, гармония, вот такая какая-то благодать. Ну, то есть это словами не передать, ребят. Настолько вот оно такое приятное чувство, да, вот это внутренняя гармония. И как бы тут плохо не было, ну, эмоции тела нас реагирует, конечно, там слезы, там и все такое, но внутреннее спокойствие не нарушается. Вот, это говорит о том, что у вас духовное сердце, оно открыто. Вот, вам хочется помогать людям, ничего не требуя взамен. Ничего не так, что вот спасатель мира всего. Нет. Просто если это требуется, да, как бы, ну, помогаете. Ничего не требуя взамен и помогаете, ну, просто так, без всякой корысти. Вот. Это говорит о том, что это развито духовное сердце. Для того, чтобы его развить, это надо кто-то молитвы читает, кто-то, духовную музыку слушает, кто-то медитирует, и оно должно открываться. Это теплота, доброта. И когда оно откроется, вы почувствуете, это вам не надо говорить. Это такое ощущение, оно непередаваемое. Вот, поэтому, а, отсюда выходит, знаете, такое правильно по совести ну, там что-то отвечаете или не по совести. Поступок какой-то совершаете по совести, правильно. Вот оно, духовное сердце, оно вам подсказывает, правильно или нет. Вот. И еще, знаете, когда вот вы чувствуете, что вы совершаете правильное вот какое-то действие, да, а, то у вас внутри состояние благодати и радости. Если вы совершаете вот какое-то действие, да, и в таком состоянии быстрее, быстрее, надо это сделать, вот, ну, как торопышка такая, знаете, вот, это явно не от высших сил, это не есть хорошо, лучше это не делать. Это только высшие силы, это вот, знаете, как получить сигнал от Бога. Его сигнал приходит в тихих, тихих мыслях. Вот вы задали туда сигнал, и оно приходит вам ответ тихо, спокойно. Вот как будто тишина, тишина такая, и вдруг хоп, ответ такой пришел. Тихий, спокойный, без напряга. Это ответ от наших ангелов, от нашего покровителя Бога, да. И есть другой там, значит, бегут мысли бесконечно, и вот они вас как-то быстрее, быстрее, надо это срочно сделать, срочно там что-то купить, что-то сделать, все. Это значит, это мысли не от Бога, это темные силы вас вот так вот тормошат и сбивают с правильного пути. Вот так это еще распознается. Потому что бывает, что вот мы там зададим вопрос там Богу, да, а ответ не приходит, потому что внутреннее состояние у вас такое вот баламушенное. Вот. И когда просто у вас наступает внутреннее состояние тишины, вот, успокоение, открывается канал и приходит правильный ответ. Правильный ответ – это вот мысли в голове. Спокойно, приходящие мысли, вот спокойствие вообще. Бах, и пришел ответ, и ты думаешь, о, точно, вот так надо поступить. И при этом сохраняешь спокойствие. Вот. Ну, вот как бы такой вопрос я хотела затронуть. Может, кому-то интересно.